Исполнение нацпроектов «Демография и здравоохранение». В режиме видеосвязи глава Ингушетии принял участие в заседании Президиума Совета при президенте России. То есть в целом по всему объему безналичных операций по карте 5% всего лишь это безналичная оплата. Быстрый и удобный способ оплаты. Развитие в Ингушетии системы безналичных платежей обсудили на совещании в региональном правительстве. 3, 2, 1. Отключаем. 20 бесплатных каналов, доступных каждому. В России завершился последний этап перехода к цифровому телевещанию. Мы будем в части приема документов сегодня организовывать услугу на базе МФЦ. Во всех 10 МФЦ будем организовывать. И таким образом создадим дополнительные условия. Важное соглашение. Миннац передает в МФЦ полномочия по приему заявлений от вынужденных переселенцев для постановки на учет. Каждый день будет проходить по 2 спектакля, соответственно, будут встречи, конференции. 3 спектакля от ингушских кукольников. С гастролями в Киров отправились актеры ТЮЗа. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял участие в заседании Президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам здравоохранения и демография под руководством председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, которая проходила в режиме видеоконференц-связи. Открывая заседание, Дмитрий Медведев акцентировал внимание на важности реализации данных проектов для улучшения качества жизни населения. В ходе обсуждения председатель правительства подчеркнул, что тема обеспечения лекарственными средствами крайне важна, и напомнил, что правительство ведет системную работу с тем, чтобы лекарства, которые продаются в России или выдаются в рамках бесплатной медицинской помощи, отвечали всем необходимым критериям. При этом Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств на 23 позиции с 2020 года. Помимо этого, в ходе совещания обсуждалась тема строительства и ремонта ФАПов в населенных пунктах с численностью от 100 до 200 человек, а также закупки мобильных медицинских комплексов для повышения доступности предоставления медицинских услуг населению. Также Дмитрий Медведев озвучил вопрос о недостаточных темпах строительства яслей в регионах. В ходе совещания были подняты темы льготной ипотеки для семей с 2 и более детьми, реализуемые в рамках нацпроекта «Демография». Ингушетия входит в число регионов, достигших необходимых контрольных точек исполнения нацпроектов «Демография и здравоохранение». Регион принимает участие в 5 федеральных проектах нацпроекта «Демография». Для их реализации выделено 2 миллиарда 340 миллионов рублей. В рамках проекта завершено строительство 5 детских садов на 1100 мест. И до конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию 4 объектов дошкольного образования на 880 мест. Также начато строительство 9 объектов на 1980 мест с вводом в эксплуатацию в 2020 году. Для увеличения количества людей, систематически занимающихся спортом, введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении Сагапши. До конца года будет завершено строительство фокус-бассейна в городе Назрань. В Ингушетии реализуют 6 региональных проектов нацпроекта здравоохранения с общим объемом средств 308 миллионов рублей. По всем направлениям риски невыполнения планов и неосвоения денежных средств отсутствуют. Начато строительство 2 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Джайрах и Арымхи для обеспечения медицинскими учреждениями сельские поселения, отдаленные от административных центров. По региональным проектам борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. Ведется поставка оборудования, и до конца ноября текущего года мероприятия по проекту будут завершены. Банковской картой в одно касание без наличных. Удобно, практично, быстро и без сдачи мелочью. Так называемый в народе безнал всецело вошел в нашу жизнь, упрощая ее и сводя на нет риск обмана или мошенничества, связанного с фальшивыми купюрами. Правда, не все кассы оборудованы соответствующей системой. Развитие системы безналичных платежей в Ингушетии обсудили сегодня на совещании в региональном правительстве. Свои предложения представили специалисты банковской сферы. Подробности у Амины Боковой.
Покупка одним касанием карты, а можно и без нее. Например, с мобильного приложения на телефоне. Оплатить товар или осуществить денежный перевод. Минимум комиссий, а главное – комфорт. Уже треть россиян полностью перешли на безналичный расчет. По прогнозам специалистов, цифровой кошелек вытеснит привычный уже в ближайшие несколько лет. Но вот на Северном Кавказе тенденции разнятся с мировыми. Люди мало доверяют карточкам и предпочитают расплачиваться наличными. Да и инфраструктура не всегда позволяет. Далеко не во всех магазинах можно расплатиться онлайн. Ситуацию нужно менять в корне, считают в Банке России. С этой целью в республику приехала делегация Южного управления Банка страны, а также представитель национальной системы платежных карт. Переход республики на безналичный способ оплаты обсудили с председателем правительства Ингушетии на расширенном совещании. Поэтому все услуги, которые предоставляют ресурсоснабжающие организации, они могут для населения, во-первых, это удобно, во-вторых, стоимость может быть намного меньше. Поэтому это очень важное для нашей республики мероприятие. Мы должны эту работу с вами вместе начать и через год достигнуть значимых результатов. Использование безналичных платежей способствует сокращению доли теневого сектора и росту оборачиваемости денежных средств в экономике, а также сокращению кассовых разрывов, отметил заместитель начальника Южного управления Банка России Александр Гостев. Если говорить о Республике Ингушетия, у нас рост менее 1%, если быть более точным, порядка 0,8%, и показатель составляет 5,5%. То есть в целом по всему объему безналичных операций по карте 5% всего лишь безналичная оплата. По результатам анкетирования, в котором приняли участие более 500 респондентов в Ингушетии, основные проблемы, по которым жители нашей республики предпочитают пользоваться наличными средствами – это отсутствие или неисправность банкоматов, низкое качество сети интернет и невозможность рассчитаться в большинстве торгово-сервисных предприятиях платежной картой. Учитывая это, представители Банка России представили региональный проект по повышению доступности финансовых услуг на территории Ингушетии. 2 марта этого года подписана такая же дорожная карта в Республике Ингушетия, где мы приняли для себя 3 базовых инициативы. Это безналичная оплата товаров и услуг, это возможность оплатить так, чтобы не менее 50% торговых точек обладали возможностью оплаты с помощью банковских карт. Информационную работу будут вести со всеми слоями населения. Но больше акцент планируют сделать на пенсионерах и школьниках. Руководство региональной рабочей группы, которая и займется созданием благоприятной среды для увеличения количества безналичных платежей в регионе, Константин Суриков возложил на первого заместителя председателя правительства Михаила Елезова. По итогу визита делегации Банка России будет сформирован протокол с указами и предложениями. Первые результаты работы по прогнозам будут получены уже через год. Амина Бокова, Ахмед Парчиев, Новости 24. Сегодня в России официально завершился последний этап перехода от аналогового вещания к цифровому. На новый формат перешли последние 20 регионов, а это порядка 39 миллионов человек потенциальных зрителей. Отключение аналогового вещания в регионе ознаменовалось официальным мероприятием в филиале РТРС в Назрани с участием председателя регионального правительства Константина Сурикова и представителей РТРС из соседних субъектов. За торжественной церемонией нажатия красной кнопки по переходу Ингушетии на цифру наблюдала наш корреспондент Светлана Томова. Низкое качество уходит в прошлое. Россия завершает переход на цифровое телевидение. Ингушетия в числе 21 региона. Нажатием красной кнопки ставит точку в последнем этапе по отключению аналогового ТВ. 3, 2, 1. Отключаем. В числе почетных гостей председатель правительства Константин Суриков. Он отмечает важность и значимость этого мероприятия. По словам премьер-министра, в связи с переходом в Ингушетии прекратят работу 27 аналоговых передатчика. Он также отметил, что в республике построена сеть цифрового телевещания из 15 передающих станций, которая обеспечивает сигналом почти 98% жителей региона, а оставшиеся телезрители смогут бесплатно принимать 2 пакета цифровых телеканалов на спутниковую антенну. До прихода цифрового телевидения в Ингушетии было доступно максимум 5 аналоговых
телеканалов. Теперь телезрителям доступно 20 каналов и 3 радиостанции в цифровом качестве. То есть фактически в 4 раза больше. Есть в цифровом качестве и местные программы. Это единый информационный стандарт, который доступен во всех регионах России. Эпоха аналогового вещания и помех на экране уходит в прошлое. Наступила новая эра высокого качества изображения, эра равных возможностей для всех телезрителей. Республика Ингушетия полностью готова переключиться на цифру. Минкомсвязь и правительство республики сделали все, чтобы у граждан остались только позитивные впечатления от цифрового эфира. Собравшиеся отмечают, что они сегодня являются свидетелями исторического процесса, когда вся страна прощается с аналоговым вещанием. Сеть цифрового эфирного телевещания в России состоит из более 5000 передающих станций, каждая из которых транслирует 20 цифровых каналов. Их сигнал покрывает более 17 миллионов квадратных километров. Цифровое вещание прочно и надолго теперь вошло в нашу жизнь. И такой переход с аналогового вещания в прямом смысле радует глаз. Сменить аналог на цифру все равно, что перейти с домашнего телефона на современный смартфон. Удобнее, качественнее, да и возможностей куда больше. Сами инженеры тоже вздохнут с облегчением. Вместо отдельного помещения, набитого оборудованием, останется всего пару шкафов с электроникой. Как отмечает директор ГТРК Ингушетия Берс Евлоев, на цифровое вещание они перешли еще несколько лет назад. На телевидении было получено и установлено новое оборудование, но все еще продолжали вещать по аналоговому. Разница, конечно же, колоссальная. В первую очередь это картинка, изображение и звук. Поэтому я очень надеюсь на то, что наша зрительская аудитория она расширится, меньше будет жалоб и по поводу вещания, потому что, к сожалению, зритель порой не понимает, что между зрителем, между ГТРК, тот, который производит продукт, телевизионный, радиопродукт, между нами есть еще посредник, это филиал РТРС. И сегодня вот с переходом полностью на цифровое вещание, я надеюсь, что этих жалоб станет меньше. Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны. Цифровое ТВ доступно только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают специальный формат. Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов, обладателям старых телевизоров необходимо было приобрести специальную цифровую приставку. Основное преимущество цифрового вещания – это качество картинки. То, что мы раньше наблюдали на экранах телевизора, когда появляются мурашки на экране при плохом качестве сигнала. А в случае цифрового телевидения такого нет. То есть либо четкая картинка, либо ее, к сожалению, нет совсем. Объекты цифрового вещания на территории Ингушетии начали строить еще в 2011 году, отмечает директор филиала РТРС по Ингушетии Руслан Булгучев. И вся работа, проводимая сотрудниками РТПЦ, подошла сегодня к своему логическому завершению. При этом нельзя было сказать, что это все давалось легко. Проводились всевозможные ВКС с министром связи России, на котором обозначались те вопросы, которые нужно будет делать в республике. Это первое, подготовка вообще в общем, республики к переходу на цифру, волонтерская работа, то есть количество волонтеров. Телефоны горячей линии, сколько должно быть линий, сколько круглосуточно, нет. Мы 7 октября, наша служба перешла на круглосуточное дежурство. В случае появления какой-то звонка, неважно, Жераха, Смолгобека, есть оперативная бригада, которая тут же берет номер телефона, адрес, выезжает на место, настраивает, помогает. В случае, если нет приставки, в каждых почтовых отделениях, мы проверяли несколько дней назад, в каждом почтовом отделении есть наличие эти приставки. Эпоха аналогового вещания и помех на экране уже ушла в прошлое. Как утверждают специалисты, переход России на цифру можно назвать одним из самых масштабных в мире, учитывая величину территории страны, разные часовые пояса, климатические зоны и условия для строительства сети. Светлана Томова, Магомед Белакиев, Новости 24. Миннац передает в МФЦ полномочия по приему заявлений от вынужденных переселенцев для постановки на учет. Такое соглашение подписали сегодня министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона и директор МФЦ. Таким образом, жителям республики при обращении не нужно будет ехать в Назрань, чтобы сдать необходимые документы в министерство. Достаточно обратиться в МФЦ по месту жительства.
Позволит гражданам преодолеть дополнительные барьеры, потому что ранее им нужно было приехать в министерство в определенные часы, в приемный день. Не всегда было всем удобно, приезжали какие-то не в приемные дни, возникали определенные трудности. Это поддержано в первую очередь правительством Республики Ингушетия и направлено для того, чтобы гражданам в первую очередь облегчить их все процедуры, связанные с подачей документов. Услуга будет доступна уже с 1 ноября. Порядок приема документов будет проходить по принципу одного окна. Фактически это означает, что в случае недостачи необходимых справок и документов гражданину не придется дособирать их. Эту функцию берет на себя МФЦ, который обязуется собрать вместо обратившегося недостающие документы. Миннац на основании этого уже будет рассматривать и далее проводить необходимые процедуры. Это значительно повышает прозрачность совершаемой сделки и исключит прямое участие недобросовестного сотрудника. У нас в республике есть 10 многофункциональных центров, более 100 окон. И надеемся создать дополнительно благоприятные условия для тех граждан, которые сегодня, для тех категорий граждан, которые сегодня должны стать и на учет, как получатели жилищного сертификата, и на получение жилищного сертификата. То есть мы будем в части приема документов сегодня организовывать услугу на базе МФЦ, во всех 10 МФЦ будем организовывать. И таким образом создадим дополнительные условия для граждан, удобства и Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в сентябре, по данным статуправления СКФО, за месяц снизился на 0,1%. В частности, цены на продовольственные товары упали на 0,24%, на непродовольственные выросли на 0,26%. Но на 0,34% дороже стали услуги, оказываемые населению. Среди продовольственных товаров подорожала молочная продукция, нежирный творог 2%, сливочное масло 1,9%, сметана 1,8%, кисломолочные продукты 1,3%. Наибольший рост в сентябре 2019 года дали цены на свежие огурцы 12%. Большая школа на 720 и детский сад на 220 мест строится в сельском поселении Плиево. Образовательные учреждения расположились в шаговой доступности друг от друга, что, несомненно, удобно для жителей. Новые учреждения, возводимые по самым современным стандартам, существенно снизят нагрузку на другие образовательные центры и станут новым толчком в развитии инфраструктуры жилого микрорайона. Отмечу, что это уже второй детсад, возводимый в селе. О качестве и темпах строительства сюжет Даны Плиевой. Строительство второго дошкольного учреждения в селе Плиево начали еще летом. Бетонные и монолитные работы позади. Сейчас здесь трудится бригада каменщиков во главе с Мухаммедом Гирей-Асмиевым. Работают над внешней кладкой стен, после чего начнут строить перегородки внутри здания. Садик строят согласно всем стандартам, качественно и в срок. Садик исключительно строительный, каменщик бригада стартовали. Строительные технологии, технологии, по проекту, зань берешь, цены, качество, удобство, Строительство детского сада, рассчитанного на 220 мест, проходит по линии регионального Минстроя. Но перед тем, как возвести здание, рабочим пришлось проделать немалый фронт работ. Снести старые постройки, вырыть котлован и подготовить так называемую подушку для фундамента. Огромный труд был. Надо было вывести мусор на полигон Слепцовск. Вывезли большое количество мусора. Здесь было где-то 6 строений. И контора старая, которая была под птицефабрику, и какие-то у них складские помещения, инкубаторские помещения. Это все нам пришлось снести и приводить это все в порядок, для того, чтобы начать в дальнейшем строительство. Пока серое бетонное здание мало соответствует этому яркому макету, но после внешних и внутренних работ здесь появятся актовые спортивные залы, комнаты отдыха для детей и педсостава, гардеробные, санузлы. А двор украсит новые игровые и спортивные площадки, а также зеленый уголок с деревьями и цветами самых разных сортов. К тому же сам проект заметно отличается от других дошкольных учреждений, построенных в регионе. N-образный, двухэтажный, 2 корпуса, N-образный. Переход биологический,
перехода пищеблок кележи. Чого совершенствование именно есадик. О халк ячылы дикарьер перспективе диyor. Ну и первый раз оен диялы тагын. Дикарьер именно есадик. Хозаир ваша должность пардия. Следующий шаг после детсада – строительство школы. Но и тут детишкам далеко ходить не придется. Учебное заведение на 720 мест строится рядом с детским садом. Здесь будут созданы те же современные и комфортные условия, что и в дошкольном учреждении. Сейчас рабочие на стройке заняты заливкой бетона. Сдать оба объекта застройщики планируют уже к следующему году. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Магомед Аздоев забил гол за сборную России в матче с Кипром. Игра завершилась со счетом 5-0. Наша команда досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020. Магомед Аздоев удвоил счет в матче на 23-й минуте. Наш земляк отличился уже во второй игре подряд. На 77-й минуте на поле вышел еще один наш футболист Илимхан Бакаев. Благодаря этому результату сборная страны квалифицировалась на чемпионат Европы. Следующий матч российская команда проведет против Бельгии 16 ноября. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00. Один из самых почитаемых праздников в христианском мире. Сегодня православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В его основу, по легенде, легло предание о явлении Святой Марии в Константинополе. Праздничные богослужения, как и по всей стране, прошли и в Сунжинской церкви. Возглавил престольные торжества архиепископ Варлаам в Новосинайской обители. Репортаж Тамары Хашагульговой. На торжественном богослужении в престольный праздник в Новосинайской обители собрались десятки людей. Многие прихожане пришли сюда целыми семьями с разных уголков республики и даже страны, как, например, Владимир Лапшунов. Он долгое время живет во Владикавказе, но на такие праздники старается приезжать в родную Ингушетию, где, можно сказать, прошло его детство. Когда я узнал, что возвели храм, и стал сюда приезжать почаще, то есть на праздники и какие-то события, там Рождество, какие-то, иногда приезжаю сюда, чтобы порадоваться, все. Голубое небо, все, ни одного облачка нету. И на самом деле Матерь Божия, она олицетворяется вот голубым цветом, там сине-голубое. И Матерь вот как раз и погода это об этом говорит сегодня. История праздника началась в начале X века в Византии. Тогда Константинополю угрожало нашествие сарацинов, и жители собрались в храме, чтобы помолиться о защите. По преданию, под куполом церкви появилась Богородица. Она простерла над людьми платок в знак своего заступничества, после чего враг отступил. На Руси его отмечают с XII века. В этот день православные просят у Богородицы помощи, которая своим покровом защищает всех, кто ищет заступничество. Это благодарность за тот подвиг, который она совершает ежедневно, ежечасно, ежесекундно, моля перед Всевышним о нашем благополучии и о прощении наших грехов. Сегодня я поздравлю с праздником всех прихожан, и не только прихожан, а всех, кто сегодня живет на этой благословенной земле, с тем, чтобы всегда над нами было благоденствие ее, и всегда была ее молитва защитница перед Всевышним. В честь Покрова построены многие российские церкви, в том числе и этот Новосинайский Покровский монастырь. В народе праздник считается встречей зимы. По обычаю в этот день выпадает первый снег. Это один из самых почитаемых дней в православии. Для ингушской земли, для православных жителей Ингушетии, это еще и праздник престольный главного храма православного в Ингушетии, Покрова Пресвятой Богородицы, который вот стоит на этом замечательном месте, историческом месте, где сейчас действует Новосинайский мужской монастырь. По такой уже достаточно долголетней традиции именно в Ингушетии все, кто здесь проживает православные, те, кто, может быть, в какое-то время уехал отсюда, стараются приехать в этот день, помолиться вместе соборно о мире на земле Ингушетии, о том, чтобы процветало здесь, чтобы местные жители все больше заботились о мире, благополучии, счастье друг друга. После праздничной службы архипастырь поздравил всех с престольным праздником, пожелав прихожанам обители заступничества Пресвятой Богородицы, а также мира в республике. Дай Бог, чтобы по ее молитвам и нас Господь сподобил просветиться светом разума и исполниться любви к ближним. Аминь. От имени руководства республики поздравить с важным днем православных жителей пришел Руслан Волков, министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Поздравляю всех прихожан православных республики по поручению главы с праздником Покровы Святой Богородицы. Желаю вам благоденствия, счастья. Очень отрадно видеть, что здесь
здесь идет религиозная жизнь, это всегда такой оплот благих дел. И действительно, вот как говорит владыка, самое главное, это учит во всех религиях и во всех писаниях, человек должен уметь работать над собой, совершенствоваться, и тогда мы сможем изменить и мир вокруг нас. В этот день у православных принято просить у Божьей Матери защиты и счастья в семейной жизни. Считается, что любые просьбы, произнесенные перед иконой Богородицы, исполняются. После праздничной литургии по традиции накрывают стол. Так благодарят Богородицу за покровительство. Тамара Шагульгова, Новости 24. Добраться из Барсуки до федеральной трассы «Кавказ» и обратно без ухаб и не портя ходовую часть автомобиля станет возможно уже совсем скоро. 2-километровый участок дороги ремонтируется группой рабочих и спецтехникой. Ранее там проводились ямочные работы, но дорожное покрытие быстро пришло в негодное состояние. Теперь же перед дорожниками стоит задача завершить все работы до наступления холодов. За процессом обновления трассы наблюдал Микаил Тангиев. 10 единиц техники, более 20 рабочих. Вот уже 4-й день дорожные строители «Ингуш-Автодора» чинят и приводят в порядок транспортную артерию, соединяющую внутреннюю дорогу с федеральной автотрассой. Руслан Гиреев занимается дорожными работами уже больше года. В его обязанности входит первоначальная подготовка основания почвы для дальнейшей засыпки и укладки асфальта. Погода на улице позволяет трудиться с утра и до вечера, признается Руслан. Тем более, что все это делается ради нас же самих. Ямы вот делаем. Вот сейчас видите. Тут, конечно, большие, бывают маленькие ямы, большие ямы. Вот закапываем, асфальт катаем. Транспортный поток здесь насыщенный. Ежедневно водители вынуждены изворачиваться, чтобы не навредить своему авто. Поэтому дорожных перемен здесь ждут с нетерпением. Ранее дорожные строители «Ингуш-Автодора» уже выполнили разработку грунта глубиной почти в 1 метр и провели работы по устройству основания из песчано-гравийной смеси. Параллельно с этим рабочие частично обрубают старый слой, чтобы в последующем начать укладку асфальтобетонного покрытия. На этом участке следом идет уже другое звено, уже выше здесь, ближе автомобильной дороги Назрань-Грозный, ведутся работы по устройству ямочного ремонта. То есть весь асфальтобетон, который разрушенный, удаляется, потом уже производится подгрунтовка, вот смотрите, вот подгрунтовка, и укладывается асфальтобетон. То есть выполняется устройство ямочного ремонта. Вот это уже следующее звено. Следом рабочие закатывают асфальтное покрытие при помощи тяжелого вибрационного катка, который, к слову, весит как 2 африканских слона, почти 12 тонн. Но даже такая масса не наносит вреда дорожному слою, как это делают водители тяжелой рабочей техники, которые регулярно проезжают по этой дороге. Особенно вот люди, которые работают на бетономешалках. Переливают они бетон и тем самым, передвигаясь по этой дороге, разливают все, в общем, разбивают дорогу. А сама конструкция дороги, она не предусмотрена на крупногабаритные, на тяжелые машины. Строительство данного участка дороги было выполнено примерно лет 10-15 тому назад. Поэтому дорожная одежда и сама конструкция не выдерживает вот эти тяжелые машины. Именно по этой причине очередные ремонтные работы ведутся при строгом соблюдении всех пунктов технологического процесса, благодаря чему гарантируется долгий срок службы и максимально высокое качество. Ямочный ремонт позволит восстановить прочность, ровность, цепные качества и водонепроницаемость покрытия. Завершить ремонтные работы здесь обещают уже к концу следующей недели. К этому времени все проблемы на этом участке, которые больше года не давали покоя местным жителям, рабочие надолго закатают в асфальт. А пока что дорожники просят автолюбителей набраться терпения и в дальнейшем уважать чужой труд. Микаил Тангиев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Героиня смелости и отваги, которой могут позавидовать даже мужчины. Сегодня мы вспоминаем первую женщину-горянку, ставшую кандидатом медицинских наук Асият Тутаеву. Ей исполнилось бы 114 лет. За свою врачебную практику она спасла сотни советских солдат и офицеров. На войну ушла добровольцем в 1941 году. По зову долга бросилась в самое пекло сражений. О бесстрашной и жизнелюбивой ингушке. Репортаж Амины Боковой.
Мои знания нужны не только в институте, а в первую очередь на войне. Эти слова Асия Тутаева произнесла на третий день Великой Отечественной войны на заседании ученого совета Ленинградского мединститута. На фронт она ушла добровольцем, просто не представляя, как можно поступить иначе, когда раненым в бою необходима медицинская помощь. Они воспитаны были в таком духе, я думаю, патриотическом. Отец их был русский офицер, царский, то ли подполковник, то ли полковник. В общем, семья, она была образованная, семья была. Мать у нее была тетей, по отцу родной тетей Идриса Базоркина. Родилась Асия Тутаева в Насыркорте в 1905 году. Школу окончила в Базоркино, после чего уехала в Ростов-на-Дону поступать в университет на медика. Медицина стала для нее смыслом жизни, с ней были связаны все ее планы и мечты. На 31-м году жизни, защитив в Ленинградском мединституте кандидатскую диссертацию, Асият стала первым ученым-медиком Ингушетии, если вообще не первой горянкой с ученой степенью медика. Она и ее сестра Нина. В то время они, две сестры, эти две сестры Тутаевы, и еще две женщины, 4 всего было ингушек, которые имели высшее медицинское образование. Она, я не помню, то ли полгода, то ли год, мне говорили, что она тут участковым врачом в Насыркорте она работала. Более 2 лет шла она дорогами войны. Военврач 2-го ранга, майор медслужбы Асия Тутаева спасла не одну жизнь во время битв под Ленинградом, на Воронежском и Первом Украинском фронтах. В октябре 1944 года, когда их госпиталь перебрасывали к новому месту назначения, грузовик, в котором ехала Асият, попал во вражескую засаду. Асият была контужена, а когда пришла в себя, ее уже поволокли на казнь. Всю войну прошла с военно-полевым госпиталем, который работал в тяжелейших условиях и в подземных там помещениях, при отсутствии, конечно, элементарных таких условий, но делали все возможное и невозможное для того, чтобы как можно больше сохранить людей. Именно так оборвалась жизнь отважной горянки, но память о ней хранится в сердцах не только родных и близких. Ее имя и подвиг свято хранит весь ингушский народ. Первый медицинский колледж республики уже более 20 лет носит имя Асия Тутаевой. Двор Сузы украшает памятник, посвященный ей. Каждая аудитория пропитана уважением и любовью к мужественной горянке и настоящему знатоку врачебного дела. Помимо учебы она увлекалась музыкой и все свободное время проводила за роялем, который занимает сейчас почетное место в Краеведческом музее. Абсолютно не зажимаясь, могла сыграть любую мелодию. Она прекрасно играла на пианино, на рояле. Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения легендарной спасительницы, смелой, отважной Асия Тутаевой, которая своим поступком показала, что горы воспитывают не только сильных духом джигитов. Амина Бокова, Новости 24. 3 медали завоевали на всероссийских соревнованиях в Калмыкии воспитанники спортклуба «Кушт». 6-й всероссийский турнир по вольной борьбе проходил в Элисте с 11 по 13 октября. Соревнования посвятили памяти мастера спорта международного класса, первого президента Федерации вольной борьбы Республики Калмыкия Санана Личгаряева. Ингушетию на турнире представляли 5 борцов из спортклуба «Кушт». По итогам соревнования серебряными медалистами стали Адам Даурбеков в весовой категории до 125 и Магомед Евлоев в весе до 74 килограммов. Бронзовую медаль завоевал Закри Картоев в весе до 74 килограммов. Ингушские кукольники отправились гастролями в Киров. Это ответный визит. В конце сентября ингушским зрителям свои спектакли представил Кировский театр имени Афанасьева. ТЮЗ, в свою очередь, подготовил 3 постановки: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Чуча» и «Волшебная шапка». С актерской труппой перед поездкой встретился наш корреспондент. Декорации загружены, и через несколько минут актеры отправятся в Киров. Туда они едут с обменными гастролями, где покажут зрителям 3 спектакля. Они проходят при поддержке Центра федеральной поддержки гастрольной деятельности Российской Федерации. Дело в том, что на протяжении этого года театр юного зрителя встречал здесь гостей. Не только Кировский театр, у нас были в гостях Бурятский театр кукол,
Самарский театр кукол. И вот сегодня мы в рамках обменов гастролей выезжаем в Киров со спектаклями и по национальной драматургии, и по русской классике. В первый день наши актеры планируют показать спектакль Саида Чехкиева «Волшебная шапка». Это спектакль в театрах нашей республики, покоривший всех зрителей, в котором рассказывает о двух главных героев – Шаши и Паши. Также наши актеры покажут еще два спектакля. Спектакль «Чучи» для самых маленьких зрителей и в последний день «Сестрица Аленушка» и «Братец Иванушка». Такие представления – это отличная возможность познакомить зрителей других регионов с творчеством наших классиков. Все эти спектакли были выпущены при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Вот в рамках всей программы «Году театра» мы сегодня вывозим эти спектакли для того, чтобы российский зритель их увидел. А сколько дней продлятся гастроли? Гастроли продлятся 3 дня, с 17 по 19 октября. Каждый день будет проходить по 2 спектакля. Соответственно, будут встречи, конференции. Я думаю, что программа наша культурная будет полностью загружена нами. Недавно актеры из Кирова посетили нашу республику. Их постановки показали в Театре юного зрителя в Назране и собрали немало зрителей в залах. Герои сказочного мира окунули юных зрителей в волшебные сказки, такие как «Курочка Ряба», «Ищи ветра в поле» и «Как один мужик 2 генералов прокормил». Также к нам приезжали представители и других театров России. Прием, как положено ингушским обычаям, был теплый и радушный. Детям, конечно же, все понравилось. Магомед Абиев в этой сфере уже больше 20 лет и является заслуженным артистом Республики Ингушетия. Он, как никто другой, знает, что значит оживлять куклы на сцене. Признается, что сидеть за ширмой и управлять персонажами легче, чем самому выступать на сцене. Когда играешь кукольный спектакль, ты стоишь за ширмой и как бы более легче играть, но все эмоции, все ощущения ты должен через свою руку передавать на куклу. С куклы уже зритель зал. А в живом плане, когда ты входишь в образ уже, и до конца спектакля ты существуешь в этом образе. Обменные гастроли проходят в рамках программы «Большие гастроли». Любители театра могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны, как спектакли для детей, для взрослых, так и семейные постановки. Масштабные гастроли, предназначенные для большой и малой сцены, проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом, с участием звезд отечественного театра. Программа «Большие гастроли» охватывает практически все регионы страны и продолжает гастролировать с начала этого года. Все актеры в сборе, куклы в полном составе, и можно ехать. Следующая остановка – Киров. Муса Измайлов, Адам Далаков, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.